изучая историю казахской музыки, мы видим, что талантливый казахский народ любовно передавал из поколения в поколение богатое музыкальное наследство. Но никто из ваших дедов не знал, что такое ноты, не играл на рояле, на скрипке, на других подобных инструментах. Только при советском строе, благодаря мудрой ленинско-сталинской национальной политике, пышно расцвело казахское профессиональное искусство. В эти дни мы отмечаем 5-ю годовщину со дня организации нашей консерватории. И из стен этого учебного заведения вы выйдете профессиональными музыкантами, композиторами, вокалистами, музыкальными критиками и понесете в массы прекрасное искусство советского Казахстана, национальное по форме, социалистическое по содержанию. В народе неисчерпаемый источник талантов. Эта девушка всего еще год тому назад была работницей Семипалатинского мясокомбината. Сейчас Бибикуль Тулигенова, студентка Алма-Атинской консерватории. Дети рабочих, колхозников, советской интеллигенции в стенах консерватории любовно изучают музыкальную культуру казахского народа. Дамбра. Ее воспевали акыны, много пел о ней и Джамбул. В руки белую дамбру вдохновенно я беру, льются чистые потоки в море песен звоном струн. Народные мастера передают молодежи искусство игры на дамбре. Талантливые юноши и девушки, студенты консерватории, воспитываются лучшими музыкальными деятелями Казахстана во главе с доктором искусствоведческих наук Ахметом Жубановым. Изучение богатейшего наследства русской классической музыки является основой музыкального воспитания студентов консерватории. С молодыми композиторами занимается лауреат Сталинской премии, доцент Брусиловской. Достаточно. Приступаем к разучиванию первой симфонии Калиникова.
прекрасные произведения, исполняемые симфоническим оркестром под управлением заслуженного деятеля искусств Шаргородского, помогают студентам лучше освоить технику игры на различных видах музыкальных инструментов. С особой любовью исполняют студенты наши современные советские песни. Ермек Серкибаев запевает песню композитора Жубанова о Москве. Руководит хором студентка Жереспаева. Она будет первая казашка-дирижер. Есть одна наука, изучение которой необходимо инженеру и агроному, шахтеру и животноводу, ученому и музыканту, каждому советскому человеку. Это наука марксистско-ленинская теория. Изучение бессмертных творений Маркса и Энгельса, Ленина и Сталина поможет будущим музыкантам глубже понять жизнь и лучше воспеть нашу прекрасную советскую действительность. Основание в Алма-Ате высшего музыкального учебного заведения является одним из ярких свидетельств бурного расцвета культуры казахского народа. Волей партии Ленина, Сталина созданы все условия для развития народных талантов. В Казахской консерватории учатся около 300 одаренных юношей и девушек. Молодые мастера ежегодно пополняют армию искусств советского Казахстана и вместе со всем народом славят наше Отечество, партию большевиков и великого вождя народов, товарища Сталина.